Кроме того, уничтожено 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Маринка, Веселая, Еленовка Донецкой Народной Республики, Маринская, Новая Маячка Херсонской области. Kementerian Pertahanan Rusia merilis kemajuan operasi militer khusus di Ukraina pada Selasa 11 April 2023. Hingga kini, Rusia terus menggempur Ukraina secara barbar, misalnya di arah Kupiansk, serangan udara dan tembakan artileri menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Sinkovka dan Kislovka, wilayah Kharkiv. Lebih dari 30 prajurit Ukraina, 3 tank, 2 mobil, serta dudukan artileri self-propelled Grep buatan Polandia dihancurkan. Di arah Krasnolimansky, serangan pesawat serang, tembakan artileri dan operasi aktif unit kelompok pasukan pusat menghantam unit musuh di wilayah pemukiman Yampolovka di wilayah Donetsk. Pada siang hari, kerugian militer Ukraina di arah ini berjumlah lebih dari 90 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, truk pick-up, dan howitzer D-30. Di arah Donetsk, upaya utama pertempuran dipusatkan di wilayah kota Artemovsk. Detasemen penyerangan tentara bayaran Rusia terus bertempur untuk merebut tempat tinggal di bagian tengah Artemovsk dan mendorong musuh di pinggiran barat pemukiman. Di sayap, aksi regu penyerang didukung oleh unit-unit pasukan lintas udara Rusia. И оперативно-тактическая авиация оказывает авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиация совершено 11 самолетов-вылетов, ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наемников, 3 танка, 3 боевые машины пехоты, 6 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, гаубица Д-20 М100Б, а также 2 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 1 пикап, гаубица М100Б, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Оперативно-тактическая авиация ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах. В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области скрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Делеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 1 управляемый реактивный снаряд GLSDB. Кроме того, уничтожено 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Маринка, Веселая, Еленовка Донецкой Народной Республики, Маринская, Новая Маячка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 406 самолетов, 228 вертолетов, 3736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8626 танков и других боевых бронированных машин, 1079 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4563 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9426 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.